Больше 1000 жителей труднодоступных населенных пунктов уже воспользовались оплатой проезда в медицинские организации. В их числе беременные, онкобольные и те, кто состоит на диспансерном учете. До недавнего времени такой мерой поддержки могли воспользоваться только жители Вуктыла, Ижемского, Усть-Илимского, Удырского и Троицко-Печорского районов. По поручению главы республики в этом году этот список расширили. В него вошли около 250 населенных пунктов, еще 13 муниципалитетов. Затраты на проезд возмещаются в обе стороны – в медорганизацию и обратно. Для получения компенсации необходимо предоставить проездные документы. Впрочем, механизм возмещения расходов при использовании личного или наемного транспорта тоже предусмотрен. Раньше в труднодоступных местностях они говорили: мы вам ничего не сможем предоставить. У нас нет никаких документов, к нам не ходят автобусы. И сейчас мы даем такую сумму людям до 5000 рублей из расчета просто километража. То есть человек ничего не должен нам предоставлять. Он может нанять частный наемный транспорт, например, такси. Он может выехать на собственной машине. Мы посчитаем, сколько километров до его труднодоступного населенного пункта от диспансера. И эту сумму ему возместим. Из республиканского бюджета на эти цели выделили почти 3 миллиона рублей.